Удивительный подарок любителям музыки преподнес оркестр народных инструментов, созданный по инициативе международной организации тюркской культуры «Тюрксой». Музыканты из разных стран объединили свои таланты, чтобы показать красоту национальной музыки тюркских народов и приурочили свои выступления в Алматы к 25-летнему юбилею независимости нашей республики. Вся палитра традиционных тюркских музыкальных инструментов представлена в этом молодом коллективе. Более того, сами музыканты собрались из разных стран. И каждый на вес золота, как и их инструменты. И любовь инструменталистов к почти забытым в современном мире рубабам и кобызам моментально передалась зрителю. Как люди принимают, как тепло приветствуют, как тепло поддерживают музыкантов. И вообще, в целом, проект просто гениальный, потому что сегодня весь мир, в общем-то, устал от популярной эстрадной музыки, от дешевой музыки такой. И здесь этот проект, он просто суперский, потому что объединение именно разных народов и разных инструментов дало невероятную краску. Под эгидой генерального секретариата Тюрксой оркестр был создан в начале этого года, а уже в марте, в дни Наурыза, покорил сердца ценителей этнической музыки в Нью-Йорке, Вашингтоне, Анкаре и Стамбуле. Сами музыканты признаются, что оркестр еще находится в творческом поиске, пробует новые и старые мелодии, и, судя по реакции зрителя, поиск этот успешен. А выступления оркестра объединяют не только ценителей искусства, но и целые страны. Я очень рад, что представляю автономную Гагаузию здесь, в Казахстане, и не только в Казахстане, совместно с оркестром Тюрксой. Примите наши поздравления с Республики Молдавии и автономной Гагаузии. Ваш юбилейный возраст, как бы быть так, 25-летний юбилей независимости, да? Ну, я вам хочу пожелать, как артист этой хорошей, процветающей стране, много лет. Да здравствует Республика Казахстан. Этот оркестр уже полюбили в азербайджанском городе Шики, который избран столицей тюркской культуры 2016 года, и в Баку, где состоялся грандиозный гала-концерт. Теперь его выступления ждут в Кыргызстане, в Турции и на Кипре. Татьяна Напольская, Айбен Нарымбаев, Хабар 24, Алматы.